В наводнении, обрушившемся на Гагру с 8 на 9 июля, пострадали множество людей. В один миг жители города и близлежащих сел лишились практически всего. Первые этажи домов уходили под воду полностью. Ил и грязь осели на стенах и полах. Пострадали личные автомобили, бытовая техника, мебель, вещи. Перечислить все, что потеряли люди из-за неуправляемой стихии, невозможно. В первые же дни после случившегося была создана специальная комиссия, целью которой была оценка ущерба. С 11 числа администрация Гагрского района начала принимать заявления о пострадавших в результате последствий стихийного бедствия. Согласно распоряжению главы администрации Гагрского района было принято решение оказать материальную помощь семьям, которые пострадали в результате стихии 9 июля текущего года. Таким образом, на сегодняшний день обработано 464 заявления. 28 заявлений находятся в рассмотрении комиссии. К нам поступили заявления от жителей Гагрского района, которые не являются гражданами Республики Абхазия, в том числе 423 заявления рассмотрены комиссией. Из них 236 положительно удовлетворены. Специальная комиссия разделила всех пострадавших на 3 категории. В первую вошли наиболее тяжелые случаи, буквально бедственные, с большим процентом разрушения, а также социально уязвимые группы граждан. В первую очередь мы рассматривали определенные категории семей. Это наиболее пострадавшие, те, которые в результате последствий стихии не могут проживать в своем домовладении. Безусловно, с особым вниманием мы подошли к социально уязвимым категориям. Это многодетные семьи, это малоимущие семьи. Вот такие семьи в первую очередь получили выплаты. Артур Каракасян проживает в селе Псахара. В день стихийного бедствия он был дома со своей семьей и, по его словам, совсем не ожидал, что случится нечто подобное. Утром дождь пошел, никто не ожидал. Вот здесь машина стояла, это здесь, брата машина здесь, он как раз приехал. И вот как-то пошло, и начало, вот смотрю, поднимается что-то, тоже опять не верилось. Если верилось бы, конечно, и машины спасли бы, вот она все в разлитом виде стоит. И вот вода поднялась до этого уровня, все следы остались, вот они. И все затопило. Ну, первый этаж, все там, все, что на первом этаже было, вот от А до Я, в общем, все на свалку, там ил. Вот такой, ну, невозможно было не ходить. И дома то же самое. Честно говоря, и такое в жизни представление не мог иметь, что вот от дождя, думал, вода пришла, ушло, все так, кажется, ил, в общем. Ну, в общем, все, что было, все, что на первом этаже, все вынесли, все на свалку, 3 КАМАЗа. У Артура Каракасяна сильно пострадал весь первый этаж и несколько автомобилей. Он рассказал, что в первые же дни после наводнения и администрация села, и местные жители, соседи и друзья, абсолютно все пришли на помощь. Взаимовыручка и поддержка людей сильно помогли в моменты полной растерянности от случившегося. А сейчас семья Артура Каракасяна уже получила материальную помощь от государства в размере 500 тысяч рублей. Материалами закупаемся, там оргтехнику, это оргтехнику говорю, вот холодильник взяли там, ну тихо-тихо вот это набираем, вот фанеры беру, в общем, сейчас в машине заказал, там вообще затопило, там ил стоит. Сейчас Артуру Каракасяну необходимо в первую очередь убрать остатки ила и грязи из-под пола, поменять напольное покрытие и решить проблему высокой сырости на первом этаже. В противном случае все прочие изыскания по восстановлению жилища будут бессмысленными. Выделенные средства, как отметил Артур Каракасян, в первую очередь он потратит именно на это. Семья Рашида Шова также уже получила материальную помощь от государства. Сумму в 500 тысяч рублей будут тратить на ремонт затопленного первого этажа и покупку новой бытовой техники. Рабочих привели, уборку сделали. Какая бы эта помощь ни была, она существенная. У нас после потопа просто не осталось никаких сливных каналов, никакой канализации. То есть прежде чем мы начнем ремонт тот же делать,
Нам нужно сначала начать с того, чтобы эти последствия, которые с предыдущего потопа никак не повлияли на нас. Светлана Ячмелян с семьей проживает в селе Аллахадзы. В ее доме также затопило весь первый этаж. Утонул домашний скот, испортилась вся мебель и бытовая техника. Комиссия, по словам Светланы, приходила несколько раз, описали ущерб, и сейчас семья ожидает выплату от государства, которая, как отметила Светлана, будет очень кстати и поможет привести все в порядок. Ну, конечно, хотелось бы что-то снова сделать. Пол, чтобы в порядке был, чтобы обои были. Бытовая техника, вся пострадала, все пострадало, ребят. Заместитель главы села Михаил Каищан рассказал, что в Аллахадзы пострадало множество семей. 130 домов подали заявление на выплату компенсаций. 4 семьи уже получили по 200 тысяч рублей. Также Михаил Каищан поделился, что со спецсчета администрации села будут выделены дополнительные средства пострадавшим 20 семьям от 50 до 150 тысяч рублей. Уже закончили весь опрос подворный. Категории у нас получилось 3 категории, как и сказали, определили. Значит, самые такие пострадавшие 2 семьи, они получат по 300 тысяч с бюджета города. 14 семей попали в категорию, которые получат по 200 тысяч рублей. Все остальные, значит, 2 и 3 категория, от 50 тысяч до 150 тысяч. Эту помощь оказывает администрация города. Помощь оказывает. И с первой же минуты было и внимание, и общение. Мы все были на телефонах. Глава села нашего, Дауд Инверович Ажиба, сам лично руководил всем процессом, сидел за рулем трактора. Кто-то вручную копал, кто-то, чтобы помочь, где, как. Мы у себя в домах, никто не сидел. Жительница села Бзып Лариса Минасян – ветеран Отечественной войны народа Абхазии. В день наводнения она была дома одна. У женщины полностью затопило первый этаж. Испортилась бытовая техника. Снесло забор вокруг дома. Мебель также пришлось выкинуть. По словам Ларисы Минасян, сразу после случившегося все пришли на помощь. И администрация села, и соседи, и местные жители. Документы, ключи от машины, ну все такое вот. Потом вышла, цыплят схватила, на 2-й этаж подняла. Индюшки уплыли большие, куры, эти, все это, квочки улетели. А потом забралась на 2-й этаж, собаки стали плакать, они завязанные. Думаю, Господи, не спущусь больше, вот так уже воды было. Потом думаю, жалко, они так плакали, ну, утонут, какой грех буду иметь. Ошейники отпустила, бросила на будки, смотрю, будки поплыли. Они так сидят, красиво, думаю, собаки плавают, ничего не будет с ними. А когда поднялась на 2-й этаж, увидела, что творится на трассе, ну там, знаете, как будто бы, вот как в кино показывают стихия. Думаю, если вода до 2-го поднимется, плавать не умею, что я буду делать? Доброжелательно, вот руководство страны, местные мальчики, все молодые, это все моих подружек, племянники, ну так отзовутся, понимаете? В сельсовет пошли, все. Ну, никакой грубости, никакой алчности, жадности не было. Я даже не ожидала, что так быстро пойдут, так быстро помогут. Материальная помощь Ларисе Минасян составила 200 тысяч рублей. Как рассказала женщина, она уже успела купить новую кухню взамен испорченной, поменять ламинат и приобрести некоторую бытовую технику. Давид Шамба, начальник управления городского хозяйства, рассказал, что по селу пострадало 87 домов, из которых под 1-ю категорию ущерба подходит 1 двор. Семья получила 500 тысяч рублей. 9 домов попали под 2-ю категорию ущерба. Они получили 200 или 300 тысяч рублей. Проходят выплаты. Уже 35 дворов уже были выплачены деньги. Постепенно каждой семье планируем выплатить деньги. Деньги выплачиваются с бюджета Гагарского района, и некоторые суммы были выплачены с бюджета администрации поселка Бзып. Есть люди, неравнодушные предприниматели, которые положили на спецсчет администрации деньги. За эти деньги мы выплачиваем, делаем выплаты. В первой степени это когда, в общем, практически вся мебель, вся техника в доме была затоплена, и ничего у людей не осталось, только остались одни стены, и все, им нужно по новой делать ремонт в доме, нужно новую мебель покупать, новую технику закупать, в общем, негде даже жить людям, негде спать. Во 2-й степени это 200-300 тысяч.
Татьяна Наумкина живет в селе Лдза. В момент наводнения ее дочь повредила спину, и стихия застала всю семью врасплох. Дом, в котором проживали все, одноэтажный и полностью ушел под воду. В 10:44 вода поднялась, и вот в 11 уже весь двор был в воде. В этой комнате у меня дочка до этого упала с пирса, и она лежала на перелом крестца, и под вопросом был перелом позвоночника. Мы ее успели только перенести, и все. И полностью все было в воде. Местные власти, вот я говорю, нам нужно было ребенка везти. Мы на пятницу переписались. Они в первую очередь, когда первые машины пришли, они их к нам сразу загнали. Что с этого прохода только они 7 КАМАЗов вывезли, чтобы мы смогли ребенка в больницу просто повезти. Вот, ну потом вот заявление написали, и вот 500 тысяч выделили. Как рассказала Татьяна, на выделенные 500 тысяч рублей уже успели восстановить забор и нанять бригаду рабочих для расчистки территории. Исполняющий обязанности главы села Гурам Абгаджава рассказал, что в селе пострадало около 300 домов. Заявление на компенсацию подали около 100 семей. Самая пострадавшая семья в селе – семья Жиба, у которых почти полностью разрушен дом. По нему пошли трещины, и проживать в нем опасно. Им выделено 3 миллиона рублей на приобретение нового жилья. Помощь оказывается отовсюду, всем возможно, техникой, финансами помогают, конечно, люди, более пострадавшие, которые у нас есть, вот им более такие, которые сильно пострадали, им финансовая помощь оказывается. Самая такая пострадавшая у нас это Жиба, наши жители, это в селе Васичко, в верхней части села Лдза. У них сель спустилась, и дом практически разрушился, можно сказать, там нежилой дом. И Наумкины, вот то же самое, и практически дом смыло, он не пришел к негодности, невозможно жить в нем. Как отметила заместитель главы администрации Гагарского района Хана Гумба, на сегодняшний день выплачено уже 40,5 миллионов рублей 236 семьям по всему району. Ущерб оценивается в огромные суммы – около 100 миллионов. Пострадали инфраструктура, дороги, дома, городские здания. Работы по восстановлению по большей части уже завершены. Большую помощь городу и селам оказали и меценаты, бизнесмены и просто неравнодушные люди. Ведь общими усилиями, пожалуй, можно справиться с любой бедой. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.